Добрый день! С вами ведущая Фомина Лиза. Сегодня поговорим на тему, откуда в Якутию прибывали крестьяне в XVIII веке. В истории Якутии ссылка занимала важное место. Она началась с момента присоединения ее к российскому государству, после отмены смертной казни и замены ее вечной каторгой. Более массовая ссылка в административном порядке в Сибирь началась с выхода указа об отсылке бродяг и беглых в солдаты или в ссылку в Сибирь, а также указов о разрешении помещикам ссылать в Сибирь своих крепостных крестьян. В 1736 году, кроме беглых крестьян и бродяг, негодных к службе, на поселение в Сибирь стали отправлять и запорочные, непристойные, предерзостные поступки и поведение. В XVIII веке целью колонизации в Якутию ссылались лица на службу, на пашню и в посад. Приписанные служилые ссыльные собирали ясак, охраняли остроги и зимовья, чтобы привлечь людей для службы на ямщицком тракте. Крестьян освобождали от крепостного права, они бесплатно получали землю и угодья. В Якутию прибывали ямщики с Иркутской губернии для решения хозяйственных проблем Якутско-Иркутского тракта. Они возили почту по Приленскому тракту, где между Витимом и Якутском работало 28 станций. Сибирские пашенные крестьяне, государственные крестьяне в России, обрабатывающие казенные пашни в сибирских землях. Амгинские крестьяне переселились сюда из Илимска, Иркутской губернии в числе 50 семейств на пашню. Сосланным на пашню отводилась земля и выдавалась из казны суда. Их обязанностью было обеспечение пришлого населения продукцией сельского хозяйства. Ссыльных приписывали в посад к торгово-промышленному городскому населению. Их целью было обеспечить всем необходимым прибывающих людей. Занимаясь различными ремеслами, они платили налоги, торговые пошлины и несли натуральные повинности. На этом наш выпуск заканчивается. Всем пока!